Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В этом году студенческие отряды должны были отработать в более чем 60 предприятиях, часть которых находится в 4 регионах страны. Удалось ли осуществить все задуманное? Кроме того, студенты первыми откликнулись на призыв о помощи по ликвидации последствий летнего паводка в Верхоянском районе. Об итогах трудового сезона расскажет гость студии Петр Шамаев, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям республики. Петр Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько новичков примкнуло в ряды студотрядов за прошедшее лето? Новичков примерно, наверное, где-то человек 600, потому что в целом в студенческих отрядах по республике у нас работает порядка 2000 человек. И это студенты, которые поступили на первый курс и уже после первого курса начали работать в студенческих отрядах. Скажите, а какие отряды работают в республике? Ну, отрядов у нас направлений 6. Это строительные отряды, самые, наверное, многочисленные, и понятно почему. Специализированные отряды, сельскохозяйственные отряды, педагогические отряды и сервисные отряды. И в этом году мы добавили дополнительные отряды. Это трудовые отряды подростков. Это как бы экспериментально. Они фактически работой не занимаются. Это школьники, потому что это старшеклассники от 8 до 11 классов. Ну а как показал себя этот эксперимент? Ну, довольно-таки положительно, потому что ребята после обеденное время ходили по большим детским площадкам и развлекали детей. Ну, как бы какие-то игры придумывали, учили танцевать, какие-то массовые тоже игры. Это не работа в прямом смысле, но все-таки нам кажется, это тоже полезная тема, с которой вот под присмотром взрослых детей уже играют наши дети, получается. Помимо присмотров за детьми, чем еще занимаются студотрядами? Ведь известно, что у них большой охват различной деятельности. Ну, строительные отряды, конечно, занимаются стройкой. Они задействованы почти по всей республике, получается. Это не только строительство каких-то объектов, но и облагораживание территории непосредственно в населенных пунктах. Работают еще в ремонте школ, детских садов. Есть еще специализированные отряды, которые занимаются, у них узкая специальность. Те отряды, например, которые принимают документы у абитуриентов. Их у нас работало порядка 100 человек по всем вузам и СУЗам нашей республики. Есть сельскохозяйственные отряды, тоже перспективное направление, с учетом того, что у нас в этом году, наверное, вот по планам кое-как по заготовке сена мы идем, как бы приблизились к 90%. Это уборка сельхозугодий, а также работа в рыбных компаниях, таких как в Камчатке, получается. И педотряды – это ребята, которые работают в санаториях, профилакториях непосредственно с нашими детьми. И сервисные отряды, которые работают в сфере туризма. А также, вот о чем я говорил, это подростковые трудовые отряды. Петр Витальевич, помимо всей той деятельности, которой занимаются студенческие отряды, что вы сейчас перечислили, известно, что также был отправлен целый отряд студентов и в Верхоянский район по устранению последствий паводка. Скажите, как велись работы там? У нас в Верхоянском районе работало 3 отряда общей численностью порядка 35 человек. Это в Дулгалахе, в Сурдахе и в городе Верхоянске самом. Ребята занимались самой разнообразной работой. Первостепенная задача их это была восстановление социальных объектов. Это работа в детских садах, в школах, котельных. И после этой работы с 5 вечера уже они шли в население и помогали там старикам, бабушкам, дедушкам, получается. И также одиноким матерям, социально незащищенной категории. Работа их заключалась в том, что они полностью просушивали объекты. Это демонтаж окон, демонтаж дверей, полностью демонтировали полы, оттуда вытаскивали всю эту жижу, выкачивали воду, всю эту жижу
вытаскивали на улицу, потом, когда все это высушивалось, заносили все обратно, получается. И полностью вот так с самого начала и до самого конца, вот, до конца августа ребята проработали. И, конечно же, работали по, например, в городе Верхоянске они работали по расчистке каналов, чтобы вода спустилась в самом населенном пункте. А также были такие моменты, когда вот помогали, работали доярками, грубо говоря. Это СХПК. И тоже сенокосные какие-то работы проделывали. Там очень сложный фронт работы был, потому что все поля были затоплены. И ребята по пояс в воде, получается. Верхоянским, наверное, не привыкать, но все же. Для ребят, которые приехали из других населенных, из других районов, для них было это сложно, например. И заготовили порядка 15 тонн сена. Безусловно, это тяжелая работа. Скажите, в каких условиях проживали студенты отрядов, вот как раз находясь в Верхоянском районе? Условия были самые, на мой взгляд, комфортные, потому что главы населенных пунктов, они были, конечно, заинтересованы. Ребятам предоставили отдельные помещения для того, чтобы они там проживали. А также были прикреплены местные жители, которые кормили, готовили им еду. Где-то там в одном населенном пункте даже забили корову для того, чтобы полностью оснастить, чтобы ребята были сыты. Конечно же, понятно, если молодой человек сыт, он, конечно же, будет работать гораздо лучше и результативнее. Потому что у них работа заканчивалась зачастую в час ночи и начиналась в 8 часов утра. Надо успеть, лето короткое, и поэтому ребята полностью вкладывались. И мне кажется, они выполнили свою задачу, потому что не только там восстановление объектов шло, да, и снятие определенной социальной напряженности. Потому что до людей доходили, до всех фактически, и помогали тем даже семьям, где есть, как бы он не малоимущая семья, там отец есть, сын есть, но эти люди уже задействованы в других работах. Семья остается, оголена, и ребята приходили и помогали им. Безусловно, они столкнулись с очень тяжелой работой. Вот вы сказали, да, они засыпают в час ночи, просыпаются в 5-6 утра и продолжают эту работу изо дня в день. Но благо, что у них были действительно хорошие условия, где они могли переночевать и отдохнуть. Скажите, а оплачивалась ли работа студентов? Если да, то каким образом? Конечно, не может быть так, чтобы работа не оплачивалась. Они получали деньги, получается, переводом на карточку. Перед тем, как начать работу, мы с каждым бойцом заключаем договор, тем самым гарантируем ему зарплату. Есть, конечно, определенные трудности, когда это касается строительства, дорог и тому подобное. От заказчика деньги поступают с опозданием. И у нас сейчас есть, мы работаем по данным направлениям. Но зарплата так или иначе упадет каждому бойцу за проделанную работу. Некоторые виды работ, которые проводились непосредственно в Верхоянском районе, наверняка требуют определенной квалификации. Вот вы говорили демонтаж окон, да, или, например, они ведут откачку воды из-под пола того или иного социального объекта. Каким образом отбирались студенты на тот или иной фронт работ? Скажем, кто-то идет косить сено, кто-то рыть канавы, кто-то высушивать здания. В Верхоянский район поехали самые опытные, я бы сказал, даже фанатики, которые фанаты своего дела, студенческие отряды. Это люди, которые уже прошли определенные испытания. Например, они работали тоже в строительстве. Ребята в Усть-Алдане, Баругонцах, тоже круглосуточная работа. Думали, закончим, отдохнем, но нет, случился этот потоп, получается. И ребята туда поехали. Помимо этого, если так посмотреть, то налажено обучение ребят. Обучили порядка 1000 студентов в течение года. Это зимой проходит на штукатура, на маляра, сварочные работы. Тот же человек, который, горничная, да, везде нужно какая-то обучение и квалификация. И через такое сито у нас прошли 1000 студентов за всю зиму. Мы готовились к трудовому сезону, получается. Сейчас есть желающие вступить в студотряды, и что для этого нужно сделать? Каждый год есть желающие, потому что в студенческие отряды
ребята не идут, как говорится, от хорошей жизни. Это в основном малоимущие, которые хотят заработать денег на новый учебный год. И, конечно же, мы рады всем. У нас принимают ребят от 14 до 35 лет. Ну, обязательное условие, там, ты должен быть студентом, ну, или школьником. По школьникам это отдельный разговор, конечно. И осуществляется набор в штабах учебных заведений. В каждом учебном заведении у нас есть штаб, работает, задействован. И, конечно же, республиканский штаб, куда можно выйти и как бы попросить, там никому не откажут. У нас все сферы есть, начиная от медиков, заканчивая вот подростковыми отрядами. Везде, кем угодно можно работать, лишь бы было желание. Безусловно, студотряды – это прежде всего школа жизни. Скажите, пожалуйста, Петр Витальевич, а вот наверняка, отработав в той или иной сфере деятельности за прошедшее лето, для студентов это хорошо сказывается на их характеристике или будущем имидже, когда они будут уже выпускаться из учебного заведения? Ну, это школа жизни. У ребят появляется очень много знакомых со всей республики. Если вы проработали в рядах студенческих отрядов, то неважно, куда вы придете работать, у вас будут обязательно знакомые. Это очень важно, на мой взгляд. Даже если человек, ну, ситуация такая, закончил учебу, нигде не был, ничем не занимался, пошел, например, в Верхоянский район, и там ты никого не знаешь. После работы ты предоставлен самому себе, сидишь, можешь позвонить только родителям. А боец студенческого отряда, он там обязательно знакомого найдет, друга найдет. Это один момент. И, конечно же, дисциплина, приучиваем к работе. От работы, работа, ну, как бы никому не вредила. Да? Это дисциплина, прежде всего. И человек, который работал вот в таких условиях трудных, ему, мне кажется, гораздо легче уже непосредственно работать на своем рабочем месте. И человек уже знает, зная ответственность, то, что вот за результат потом придется отвечать, всегда старается сделать свою работу лучше. Да, действительно. Благодарю вас, Петр Витальевич, за актуальную и содержательную беседу. Очень хочется пожелать Министерству по делам молодежи и социальным коммуникациям плодотворной работы и, конечно же, каких-то новых проектов, которые принесут необыкновенные результаты. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.